Центр Страсбурга, район Гранд-Иль. Туристы фотографируются у собора Нотр-Дам и отдыхают в уличных кафе с бокалом знаменитого Эльзасского. В другой части города мусульмане собрались на полуденный намаз. Несколько дней назад начался священный месяц Рамадан. Верующие стараются усерднее молиться и соблюдать пост. Он начинается с рассвета и заканчивается к закату солнца. Среди прихожан житель Страсбурга родом из Чечни Ахмед Сусуев. Соблюдая традиции гостеприимства, приглашает нашу съемочную группу на вечерний ужин разговения. До заката остаются считанные минуты. А до тех пор Ахмед показывает, чем занимается в свободное время. Вырастут сейчас помидорчики, огуречки, перчик. Вот редиска уже пошла. Вон там смородину посадили, крыжовник. Все как дома. В большом доме живут отец мужчины, жена и 4 детей. Младшему Мухаммаду чуть больше полугода. Дед называет его психотерапевтом. Говорит, жизнь сложная, а дети единственное, что радует. Тем временем на кухне все готово, и семья приступает к разговению. Так называют ужин после поста. Ахмед вспоминает, к новой жизни привыкал долго. Сейчас он сотрудничает с благотворительным фондом и преподает чеченский язык. Рассказывает, детей, выросших в Европе, нелегко убедить, что они должны знать родной язык. Встречается, допустим, ребенок из Франции, чеченец, и ребенок из Швеции. Француз-чеченец не знает шведского, шведский чеченец не знает французского. И на каком языке им общаться? Или на английском, если они знают английский, или на чеченском. По словам Ахмеда, многие чеченцы, ожидая статус беженцев, долгое время живут на пособие от государства. Привыкая к безделью, им сложно снова войти в рабочий ритм. Да не у всех получается. Конкуренция на рынке труда большая. Но есть и те, кто добился лучшего, говорит мужчина. Может быть, чеченцев во Франции нету в политике Франции и в общественной жизни французов, но чеченцы во Франции себя неплохо зарекомендовали, имеют статус людей ответственных, серьезных, на которых можно положиться, которым можно доверять. Он также отмечает, что чеченцы Франции понимают, что они пришлый люд и дорожат своей жизнью во Франции. Если мы отсюда возвращаемся ни к чему прекрасному, что было бы лучше того, что мы здесь имеем, мы не получим. Сайхан Цинцаев, Иван Любиш-Кирдей. Настоящее время.